قضاوت و جامعه جهانی با آن جامعه که میخواهد از تاجیکستان یک کشور دموکراتی یعنی حقوق بنیاد و یگانه نام بگیرد. بله، یگانه در ظلم، یگانه در زندان کنی، یگانه در کشتن مخالفان، یگانه در هر چیزی که میتوانیم در دنیا نظیر ندارد. خب صحبت را و ادوکات معروف Тагир Хасанов Медведев. Салам алейкум, братья. Я очень рад сегодня выступить перед вами. Я понимаю, таджики сегодня оказались чужими на своей родине. Это гонимый народ, гонимый, слышно, да? Своим якобы президентом, узурпировавшим власть, нарушение Конституции Таджикистана. Я, как правовед, внимательно изучал Конституцию Таджикистана, где написано было, узурпация власти запрещена. Но он это сделал. Он показывает пример несоблюдения закона. Он не издевается над народом. Его пугает все. Его пугает закон, собственные законы. Его пугает самая интересная вера, ислам, которая несла миру, цивилизацию. Его пугает все остальное. Главное, он отвернулся от народа. Этот человек хочет представить народ как неполноценных людей. Над таджиками издеваются в России. Их арестовывают. Их какими-то клоунами выступляют, показывают телевидение. Какие-то джимшуды всякие. Надо понимать, это не таджикский народ. Это не характеризует таджиков. Они не такие. Это достаточно чистый народ, богобоязненный. Именно богобоязненный. Я безмерно уважаю таджиков. Я лично по советском пространстве не знаю другой такой народ, очень близкий мне по духу, миропониманию и достойных людей. И поэтому я, конечно, буду делать все, что зависит от меня. И вся моя жизнь, возможно, была направлена на то, чтобы в какой-то момент прийти по помощь таджикам. Я думаю, нас услышать. С утра уже мне многие пишут с Таджикистана. Сегодня там идет агония власти. Они боятся. Они не могут дать даже последнее слово моему коллеге Йорову, адвокату, которому запросили 25 лет. Они не находят зала в суде. Говорят, зала нет. Собрались утром 10, опять говорят, зала нет. Его брата арестовали месяц назад, якобы опубликовал приговора членам ПИФ. И месяц не предъявляет обвинений, не допускает адвокатов. И это практически, это банда во власти. Они, говорят террористы, они порождают, это группа как раз таки, от которых идет угроза терроризма. И я думаю, мир должен услышать, Европа нас слышит и будет слышать иншаллах дальше. Поэтому мы будем в этом направлении работать, чтобы понимали, таджики хотят мира. Если их ставить вне закона, тогда они вправе тоже взять, сделать то же самое с ним, с его властью преступной. Поэтому нам бы хотелось, чтобы право действовало, а не просто эксплуатировалось брунами, лжецами, которые воровали у народа законы, власть, республику, собственность, все остальное. Они превратили его как бы в свою власть. Есть много людей, вы здесь, есть которые блокированы кишлакам, районных центров, никуда не могут уйти. Там арестовывают религиозных деятелей, алимов, аулия. Они ничего не боятся, обнаглели в корень. Поэтому, конечно, вы делаете очень большое дело. И Аллах вам поможет, иншаллах.